шлак. Waiting for guest. Дима, Дмитрий Анатольевич, где вы там? Мы вас ждем. Ад. Хей! Привет. Ты гляди-ка, кто это у нас такой появился? Дмитрий Анатольевич, куда идешь? Из дома-то выгнали, Да, что ли, тебя? да ищу, где бы это Припарковаться? Да, Слушай, чтобы было удобно. у нас один человек есть. Один лучше, чем Чем, ноль. чем вообще никто. У нас будет, я думаю, в записи, если вы оставите, Да, обязательно будет наш клиент, да. да, Наш зритель, наши уважаемый. зрители. Я вообще-то оставила ВКонтакте и в Одноклассниках тоже поставила, что там через 10 минут, через 15 минут я выхожу в прямой эфир вместе с тобой. Вот. Ну, надо за сутки, я думаю, всех оповещать. Это-то да, это точно, что надо за сутки, но не всегда, вот видишь, у нас с нашей работой, с работой моего мужа все это как бы получается такое возможно. Кутереном Керт, Валерьян Александров. Ничего страшного, Валерьян Александров. Добрый вечер. Главное, что вы присоединились, вы смотрите. Видишь, у нас уже 3 человека тут. Ху-ху, салам лижи подкаст. Мистер Коннор. Yay, thank you very much. И у меня $2.99 прибавилось. Слушай, я наконец-то доработала до хорошей жизни, что ли. Что, монетизация пришла, что ли? Слушай, ну это не полная монетизация, это часть монетизации я наконец-то доработала. Вот. Представляешь? Вот. $100? Нет, я говорю, что я наконец дошла до того уровня, что YouTube, то есть нужно же доработать. Ну. Вот. You guys look great. Thank you very much, Mr. O'Connor. Thank you Да, so much. да. То есть, понимаешь, это нужно очень... Ты же тоже, у тебя YouTube тоже есть, тоже знаешь, как это нужно, что нужно делать для того, чтобы YouTube, это, знаешь, не всем подряд будет платить. Для того, чтобы какую-то монетизацию, то есть заработать, нужно определенное количество часов, чтобы тебя смотрели. Просмотров, да. Да, просмотров. Вот, то есть у меня, и причем там 2 уровня. Одно, значит, где-то должно быть 3000 там public views, да, а другое 4000. Вот. Вот 3000 я это заработала. Теперь я иду мелкими шагами, знаешь, на 4000. А некоторые очень, которые не знают об этом, хочу сказать, что за просто так вам никто ничего платить не будет. Это все нужно за это, как говорится, работать, и контент должен быть интересным, и свои зрители должны быть. Ну, там очень много всяких разных нюансов, чтобы вот. Порукас Да. да. Там что, Hey. меньше $100 не заплатит еще. То есть, может, за Это год накопишь и 100 вот долларов. именно. Много не заработаешь. Да и, в принципе, ведь ради чего, для чего ты открываешь свой YouTube-канал, открываешь. Я уже, как уже говорила в предыдущих своих видео, я YouTube-канал, в принципе, открыла для того, чтобы не улучшить свой язык, и русский язык, и Мария Елман. Ну и, как сказать, усовершенствовать
свой английский. То есть во всех 3 направлениях все это. Дай-ка я проверю. Как меня слышно? Хорошо слышно? Отлично слышно. Да? Ага, все. Вот. То есть первый это для меня это совершенствование языков русского, марийского и английского. Кроме того, когда ты делаешь любые видео, ага, все нормально. Спасибо, Вальяна Шкайн. Я примерно знаю, кто это, мальчик из Йошкар-Олы. Кугутау. А, во-вторых, это когда ты делаешь любое видео, ты все равно что-то новое узнаешь. Потому что мы же еще ездим по Америке, и если я там делаю видео определенно про какой-то штат или про какой-то город, или про какой-то парк, то мне приходится что-то изучать там в интернете, искать материал, вот. Потом идет другой технический такой процесс, когда тебе нужно вот это вот все видео собрать в одну кучу, и вот это вот начинается, и, срезаешь как бы то, что тебе не нужно, вот это вот все вот, да, весь этот процесс, он тебе все равно, даёт возможность, учиться чему-то новому и интересному. Вот. Ну, это Ну понятно. и Для да. меня лично это видеоальбом моей жизни, да. Ну То да, есть, и если бы мой дедушка вел YouTube, я бы с удовольствием посмотрел его. именно, потому что, ты знаешь, вот это вот то, что мы сегодня делаем, это мы оставляем, и это будет для наших детей, и кто знает, э, для наших, возможно, внуков и правнуков, и потом мои дети тоже будут смотреть, скажут: «Мама, а ты такая еще молодая». Да. Да, а это наша бабушка. Ну, то есть все равно очень много позитивных моментов. Вот, так что деньги — это для меня как бы даже, ну, очень много занимает время, да, и хочется, чтобы наши А кто ваш сегодняшний гость? Какая тема стрима? Ну, сегодняшний мой гость — Дима Криваксин, а тема сегодняшняя, мы думаем, наверное, мы хотим поговорить про американское образование. Всё Вот. никак не можем его обсудить, да, Да, все никак не американское можем. образование. Но все дело в том, что мы, ни ты, ни я, мы, в общем-то, не эксперты и можем говорить только исходя из наших, такого опыта. Вот т твоя жизнь в Америке 5 лет, и ты и устроил своих детей, то есть они у тебя пошли в американскую школу. Вот из своего личного опыта ты можешь рассказать об этом. И то же самое я могу рассказать из своего личного опыта, но у меня немножко там подольше. Вот. Так что YouTube — это, знаешь, замечательно. Браво тому человеку, кто это придумал, потому что любой человек, он как-то может найти себя, и Да, конечно, я вот всем говорю: ты просто ходи по улице, снимай. да, Кому-нибудь это будет интересно. да, Просто во дворе, я не знаю, на своей улице. Рано или поздно человеку, который жил на этой улице, или жил в твоем поселке, в твоей деревне, будет интересно посмотреть. абсолютно, абсолютно, это да. Чанкутрида, Дмитрий Анатольевич. Да, ну вот я говорю, у людей говорят: «А чё я буду снимать? Мне там неинтересно». А я вижу там тысячи подписчиков у людей, которые снимают просто вот, как они там ездят по Ишкарале туда-сюда. Это Да, и да, 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 да. То есть, понимаешь, у каждого, у тебя, как говорится, свой контент, отличающийся от моего, у меня свой контент. То есть я говорю, о чем мне бы хотелось говорить, ты говоришь о том, о чем тебе хочется говорить. То есть одни и те же, может быть, люди нас смотрят, но могут быть абсолютно разные. И это на самом деле очень
помогает как бы во всех, в разных отношениях по-разному. Вот. Да. Так что, ну давай начнем говорить про наше американское образование. Ну, что образование? Ну, тут у меня опыт маленький, как бы вот дети 5 лет учатся. К сожалению, вот первые годы совершенно не было возможности следить, что они там изучают, как они изучают. Главное, оценки приносят вроде хорошие, у одной получше, у одной похуже. Ну, Ну, я как бы не вмешивался, не было возможности изучать, что они там, так, повлиять как-то на этот процесс. давай начнем с того, что вы когда приехали, в какие классы они пошли? Так, ну у меня так пошла старшая в третий класс, а младшая, ну, в первый, в киндергартен. Мгм. Киндергартен. То есть им было 10 лет примерно, да, и 6 лет? Ну, где-то 5 и 8, где-то так, наверное, 5 и 8. 5 и 8. Да. Так, и вот во Флориде, например, да, кстати говоря, вот тут вот идет параллель такая, то же самое, что и в России, что и в Вишкарале у нас было. И здесь, во Флориде, в Талахасе, значит, пришлось девочек отправлять в школу именно по территории места жительства. У вас то же самое в Ну, Калифорнии? да-да-да, так же, конечно. Да. То есть мы и изначально квартиру искали так, чтобы школа как бы имела хорошую оценку. То есть мы отказывались от тех, где там 5 оценка, то есть выбрали Кста там 8 чтобы подожди, те, которые живут, наверно, в России, они даже не знают, что это такое. Хотим сказать, что здесь, в Америке, школы имеют рейтинги. Правильно я объясняю? То есть, Да-да-да. да, слушай, а я вот это вот не знаю, кто эти рейтинги ставит? Учителя, ученики, родители или же на основе ты знаешь, сейчас я вот вспомнила, они, по-моему, ставят эти рейтинги на основе там, например, сколько, например, учеников закончили школу с хорошим результатом, насколько эти ученики, выпускники этой школы там выступали на каких-то там конкурсах, олимпиадах и были там победителями. И на основе всех этих показателей, по-моему, они вот ставят вот эти вот оценки. И да, то есть можно идти в интернет и проверить любую школу, а, в Америке, то есть рейтинг у этой школы, какую оценку они имеют. Ну, Вот. там рейтинг состоит из нескольких показателей, я так понял. Самое главное — это академический прогресс, то есть как дети прогрессируют, то есть результаты экзаменов, не экзаменов, Мгм. вот этих, так сказать, периодических срезов знаний у детей. Причем рейтинги меняются несколько раз за год могут поменяться, я так понимаю, что. То есть готовность к колледжу тоже, допустим, это один из показателей. Потом, по-моему, этническая составляющая тоже разнообразие, количество людей там с доходами, что-то вот много очень всяких рейтингов. Допустим, можно узнать этнический состав, сколько белых, сколько черных, сколько мексиканцев, сколько чего. То есть это все, вся информация предоставляется. Если Дима, вам, да. скажи, афроамериканцы и Латиносы, лэ- Афроамерика. да-да-да, да. Я, да, очень вот рад, что в наших новых школах, допустим, есть разнообразие большое. То есть и афроамериканцев побольше, и латиносов побольше, то есть и азиатов побольше. Я этому радуюсь. То есть чем больше разнообразия, тем лучше. Абсолютно точно, да, да, да. То есть они у тебя пошли, в принципе, обе в одну школу, elementary school, то есть Да, начальную школу. изначально, да. Да, то Там есть было 80% написано white people, но так мгм, получилось, что белые, там где-то э, это были все армяне. То есть из 25 человек, допустим, 25 человек в этом классе, из них 22 или 20 будет с армянской фамилией. да. Ну, такой вот район был армянский. Но когда мы приехали, я не смотрел, вот у меня есть одно видео про, образование, я выпускала это видео.
Они пошли в одну школу Sable Palm, и потом из этой Sable Palm Elementary School, то есть из начальной школы Sable Palm, пришлось нам переводить в Пайнвью, потому что Sable Palm не учили они вот английский ESL as a second language. То есть это Мгм. программы как таковой не было в Sable Palm, Мгм. и нам посоветовали перевести девочек из Sable Palm, в школу, значит, Pineview Elementary School. Кстати говоря, вот Pineview Elementary School, она как раз вот именно английский преподавала вот, преподаватель из Китая. Сама она, представитель Ну, народа Китая. Вот, она может и говорить, так что какие проблемы? Не случится. да, и обе девочки пошли. Одна училась, по-моему, в 4 классе, а вторая вот училась, вот пошла вот это самое, 1 класс, что ли, или вот как то же самое, что и у тебя было. Мгм. Да. И они там, по-моему, э, этот английский они изучали в этой школе, знаешь, 4 раза в неделю, что ли. Ну, это было, знаешь, обязательно. То есть они, наращивали вот именно вот английский полным ходом. Мгм. И надо сказать, что в Америке школы, значит, не как в России. В России начальная школа, средние классы и, старшие классы — это все вместе, одна единая школа, да? В Да. Америке они все, что у тебя в Калифорнии, что у меня здесь во Флориде, они как бы, а, отдельно elementary school, то есть начальная школа, потом идет средние классы, 5, 6, 7 классы. Правильно я говорю? Потому что я Ну уже забыла. да, по-разному может быть там, По-разному даже может быть. 6, 7, 8, 9, может быть, просто 7, 8, 9. Да-да-да-да-да. Это, знаете, по-разному почему может быть, потому что каждая школа, у них у всех везде, в каждом городе, в каждом районе, вообще в каждом штате может быть вообще очень сильно отличаться. Да-да. Но, мы говорим вообще, в общем. Ну и старшие классы там — это, по-моему, 10, 11, 12 или же 9, 10, 11, 12. В общем, может лавировать. Вот везде все очень разное. Мне Вот. еще очень чё понравилось, что, даже в начальной школе, Мгм. каждый год классы менялись, то есть детей перемешивали всегда. То есть я не знаю, как у вас, может, система, вот у нас так Да-да-да. получилось, что, да, детей перемешивают, и это позволяет детям как бы легче сходиться с друг другом. Вот как у нас в России, это можно с горшка, с детского сада до Точно. института с одними и теми же людьми. А Еще здесь в армию постоянно идет, пойти. да, здесь постоянно перемешка идет, и люди, вот, допустим, при переходе в другую школу не испытывают какого-то дискомфорта, все новое, потому что они привыкают с новыми людьми общаться, что в средней школе они берут какие-то классы, то есть они не могут не знать имен тех, кто учится с тобой рядом в классе, то есть вот Так и это как бы, есть. И да. не только, и это не только так, и учителя ведь меняются, в начальных Да, школах да, здесь да, в в начальной Америке. школе нет Да, такой, который там 3 года тащит тебя там это. Они постоянно меняются. Для 1 класса одна учительница, для 2 класса другая учительница, третья, третья. Это очень хорошо на самом деле. ой, Может быть, что с тобой? Я тебя что то плохо слышу. не знаю. А, Я вот ща я я вот ща я себя хорошо. Слушай, а вот сейчас вот нормально. Вот. Ну, Д я на сотовой связи, поэтому, может быть, у меня это не очень. Понятно. Ну да, это так и есть. В общем, может меняться, каждый год. И учителя меняются. Нет такового с 1 класса по 4 класс одна и та же учительница, которая ведет все предметы. Кстати говоря, в начальных классах даже здесь, в Америке, они, по-моему, тоже могут меняться вот эти вот. Если физкультуру, там может прийти преподаватель, по физвоспитанию провести, музыку совершенно другую. Музыку, между прочим, знаешь, тоже по-другому учат. У них, например, может быть только хор какой-то отдельно, вот только они могут пением заниматься. Вот. Или же, а, может быть оркестр. Вообще,
дают какую-то вот возможность, вот этот вот лавируют Ну на усмотрение, вот чем там ребенок хочет заниматься, что он да, там да. хочет учить. Либо он хочет петь, научиться вот в хоре, либо этот ребенок может научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. Еще я заметил такое, не знаю, у вас были, не были, у нас, у меня, у старшей дочери мужчина был как бы классным руководителем в Бы- elementary school. Потом на было. замену тоже приходил мужчина. То есть работать мужчиной как бы в младших классах это вот не зазорно. То есть это довольно-таки как бы высокооплачиваемая работа, у них хорошие бенефиты, хорошее пенсионное обеспечение, социальное обеспечение. То есть мужчина может работать На- учителем начальных классов. Но насчет заработной платы я тебе, знаешь, что хочу сказать? Опять же, заработная плата, она прыгает у учителей. Все в зависимости от географического нахождения. Например, вот Флорида, да, а, West Palm Beach — это вот West Palm Beach — это географически расположено на берегу Атлантического океана. Это один из богатейших районов штата Флорида, где вот мистер Трамп живет, Селин Дион, у них у всех дома. Там вот эти школы очень дорогие, и учителя, конечно, там некоторые зарабатывают больше, чем даже профессора Florida State University, штатовского Мгм. университета. Мне, например, я работала в штате Флорида, и у моей, значит, коллеги по работе был муж профессором политэкономии, что ли, в этом Florida State University в Таллахассе. Вот. И она жаловалась о том, что, говорит, ты, говорит, представляешь, говорит, у меня муж, говорит, зарабатывает там э, 28 тысяч или там 30 тысяч. Ну, это было очень-очень мало. Понимаешь, таким иметь, значит, профессорское образование. И она, говорит, она говорила тогда, что, говорит, учителя West Palm Beach, вот этого вот района, они зарабатывают намного больше, чем ежели ее муж в университете. То есть все это зависит от местности, от Да. университета. И сказала я о том, что все-таки здесь в Америке как бы elementary school отдельная, начальная, то есть школа отдельная, потом средняя школа отдельная и старшие классы отдельные, значит, школа отдельная. Не всегда это тоже бывает такое. Бывает, что, например, у нас есть одна такая школа в Таллахасси, ам, North Florida называется. Я точно не помню название, но это в одном из районов города Таллахасси находится Саутсвуд. Ам, Это школа, как вот наша вот российская, то есть там одна школа, где есть начальная школа, средние классы и старшие классы. То есть вот Бывает, как да, бывает. да, то есть вообще, есть такие христианские школы, то есть, углубленные, по каким-то религиозным этим, учат. Ам, Очень много частных школ. да, да-да-да, да. Да. Естественно, любая школа имеет свою программу, вот, обучения, специфика там. В общем, лавируют очень Ну, это сильно. хорошо, наоборот, разнообразие — это очень хорошо. То есть, хочешь идти в платную — иди в платную. Платные тоже разные бывают. Правда, дорого. Я пока не могу себе позволить. У нас вот здесь вот в округе частная школа, ну, наверно, 2000 минимум будет стоить в месяц. В То есть месяц. есть чартерные школы, да, какие-то вот тоже. Это Тебя плохо полуплатные слышно. какие-то. Ты, Пропадаю, да? что то да, может быть, тебе стоит домой идти? Да, Далеко далеко до дома, да. далеко до дома? Да. Да, вот. И иногда это самое. М. Ам, что еще хочешь сказать про
Да я ничего не могу сказать. Ну, говорю, вот такой опыт маленький пока ничего не могу сказать. Но, Ага. в принципе, я доволен, как относятся к детям в школе. То есть система образования, да, казалось, что будет хуже, вроде нормально. То есть уроки, которые они делают, довольно-таки мне сложными кажутся, предметы довольно-таки сложные. То есть, В любой школе, когда приходишь забирать ребенка, там всегда идешь, значит, в офис, и ты говоришь, что ты пришла там, за своим ребенком, называешь класс и имя, там, фамилия. Они, по селекторной связи связываются. Естественно, они проверяют твою вот это вот идентификационную карту проверяют, кто ты. Вот. И они ну, сразу же просто так не зайдешь в школу, Не да. нет, во-первых, я не знаю, как у вас, но вообще, ой, если честно сказать, да, вот, а ты помнишь, что у нас вот во Флориде был такой случай, когда сумасшедший там зашел и расстрелял? Вот Ну, это вот. это периодически случается, да, Да, конечно. к сожалению, да, вот, э, такие ненормальные, распространяются. Почему-то вот, знаешь, хорошему мы не учимся, да, а вот такому, э, как без языка учат. Я уже вначале говорила, школу у нас язык учат в начальных классах, и вообще не только в начальном классе. Есть и в зависимости, в какой класс ребенок поступил, можно сказать, вот этот вот ESL, то есть English as a Second Language, английский, они учат везде, и в начальной школе, и в средних классах, и в старших классах. Если ребенок там приехал уже в 16 лет, он, естественно, идет учить английский язык, и вместе с английским языком он изучает другие предметы. Вот. Так что это как бы вообще по Америке, ввиду того, что очень много иммигрантов, они вот эта вот программа здесь очень хорошо поставлена именно для таких вот студентов, которые вот вновь привыкших в Америку. Они очень углубленно, сильно изучают английский язык. В этом Вот. смысле это, да, очень хорошо, что нет никакой дискриминации по языку. То есть если с нулем совершенно ребенком отдельно может заниматься или посылать в какие-то классы. То есть очень, открыто для любых детишек Да, из любой страны, им я, помогают. То есть я до этого я, значит, говорила о том, что вот мои дети ходили, значит, с Sable Palm начали, потом было Pineview Elementary School. Pineview Elementary School я что то не помню шерифа. Потом, значит, Маша ходила, по-моему, в Bellevue Middle School. Bellevue Middle School потом они закрыли, потому что там, я не знаю причину, почему закрыли. Она потом перевелась, в Leon High School, и они обе закончили Leon High School. Так вот, в Leon High School, это уже старшие классы, там у них шериф даже, по-моему, не один был, который, знал вот этих вот учеников по именам, а их так много в американской школе. Вот. И видеокамер очень-очень-очень много внутри школы, на улице, от всех этих строений, от всех этих, ну, в общем, там идет постоянно вот это вот видеонаблюдение. Вот. Упаси там, Господи, не дай бог что-нибудь там случится. Так вот этот вот шериф, я помню, он как-то мы пришли в школу, я была, и он говорит: "Хей, Мария". Я говорю: "Как он?" Я говорю: "Ты что сделала? Почему, говорю, он тебя знает по имени?" Вот.
А она говорит: "Ничего я не делала". Он говорит: "Вообще всех знает". Я говорю: "В смысле всех знает?" То есть вот такой вот был шериф, который он просто вот, всех детей, в общем-то, знал. Вот. У нас там какой-то вопрос был, я не могу прочитать. Что там написано? Да. Вроде. У меня что-то не работает чат. Слушай, я тоже что то пропустила или подожди-ка. Так. А повторить можете, чтобы я тоже это самое. У меня почему-то не показывается чат, вернее, показывается, но я ничего не э, вижу. Какой-то он этот, а, глюк какой-то. подожди-ка. Ну, был вопрос, как без языка учат. Какая тема стрима, мы уже ответили. Ну вот, по-моему, я ответила. Вот. Слушайте, Да. просто я не вижу ничего. Это, кстати, моя была такая боязнь. Как вот ехать без языка ребенку? Ну, то есть, посмотрев блогеров, которые сказали, успокойтесь. Для ребенка вообще проблем никаких нет. Вообще относительно детей можете не беспокоиться. Вылечат, выучат, все, что надо, сделают с ребенком. Кстати говоря, да, вот, в средние классы, когда у меня, значит, старшая дочь пошла в middle school, то есть, в средние классы, там очень много было, ребятишек из Мексики, и они все вот изучали, то есть разговаривали между собой, у меня тут муха постоянно летает, а, разговаривали между собой на испанском языке. Опять же, испанский не просто испанский, то есть испанский-мексиканский. У них тоже отличается. И она с ними, у нее до сих пор друзья остались, и постоянно она с ними общалась. И вот так вот она не захотела чувствовать себя как бы обделенной, и уже в средних классах она сама решила начать изучать испанский язык. Кстати говоря, она выучила этот испанский. Я тебе скажу, она начала учить, по-моему, с какого класса? С 7 ли класса? Это как иностранный язык она начала изучать, или с 6 класса, я не помню уже. Потом она изучала вот а, выше, то есть В в старшей старших школе. классах, да, в старших классах. Потом она изучала в колледже, и потом она, опять же, заканчивала вот это вот, в университете. Она брала вот это вот как иностранный язык, испанский язык. И она, между прочим, говорит на испанском языке свободно, точно так же, как и говорит вот по-русски. Сейчас у нее, в общем-то, даже, эм она мне сегодня, кстати говоря, это на марийском языке написала, но английскими буквами. Э, Кстати, испанский очень хорошо учить для русскоязычных, потому что набор звуков очень похож. То есть мы можем да, говорить «р», звук «р», а американцы да, не могут да, его переговорить. и есть, очень многие слова, например, луна и библиотека, то же самое. Вот. То Да. есть, да, то есть, она выучила испанский, и потому что она испанский этот еще практиковала со своими вот друзьями. Вот. У младшей отношение к иностранному языку, не настолько было такое серьезное, поэтому, кроме как "Ашата хамота леву", она не знает. Вот, к сожалению. То есть тут понимаешь, что опять же очень много зависит вот собственное желание. Если у старшей там вот было желание, она вот выучила этот испанский. И, между прочим, очень многие, когда разговаривают с ней, они даже не думают, что они разговаривают, девочкой из России. Они думают, что это у нее тем более еще имя такое очень испанское, Мария. Вот Мгм. ее воспринимают как испаноязычную. Вот. Круто, круто. Очень Да, полезно здесь а, говорить на испанском. да, она поступила на работу, и у нее была начальница русскоговорящая из Санкт-Петербурга, которая сделала свою как бы карьеру в бизнесе, в гостиничной туристической бизнесе, вот.
Она, она взяла ее на работу как испаноговорящую и не знала о том, что, Маша говорит Мгм. это по-русски. Вот. Прикольно. Там, да, она просто у нее русский язык выскользнул у этой начальницы один раз. Она говорит: "Ой, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха". А моя такая: "Ха-ха-ха-ха-ха". Вот. Там что-то все верно. Ой, что то я не знаю, интересно, какая. Я не знаю, почему, в общем, вы пишете, но я не знаю, почему пишет, знаете, идет вот все вместе и Да-да, невозможно друг читать. друг на дружке. Друг на дружке, все буквы друг на дружке, я не знаю, почему так. Что то В общем, да, а, и потом она говорит: "А что ты, говорит, смеешься по-английски?" Типа того, что. Она такая: "Ты чё, и русский знаешь?" Так как я, говорит, вообще-то русская, из России. Но она очень сильно удивилась: "Еще, говорит, ты испанский знаешь". То есть да, а, Фамилия-то у нее какая была к тому времени? Что по английская, фамилии? Ага, американская фамилия. понятно. Вот. А, в общем, да, когда у тебя вот есть возможность общения с разными людьми разных национальностей на разных языках, то возможность учиться любому языку — э, это замечательно. Вот. Так что Больше дверей у тебя открыто. Да. это да. Не только это, понимаешь, что, если с испаноязычным ты разговариваешь на испанском языке, уже ему, этому человеку приятно. Тот, который говорит на английском, тоже. Понимаешь, вот этот вот мост общения, он, понимание, оно лучше строится, если человек разговаривает ты разговариваешь с человеком на его родном языке. Вот. Это я еще поняла, когда да и вообще, чем больше языков знаешь, тем лучше. Вот. Да, лучше работает, конечно. Да, и, в этом, в аэропорту в Шереметьево мне приходилось общаться с этим, с мужчиной из Скотланда. Скотланда как это по-русски-то? Шотландия. Шотландия, думаю, господи, у меня в аэропорту друг работает, ну, я с ними познакомилась там давным-давно, и потом каждый раз, когда я приезжала, меня всегда встречали. И вот он как раз вот встретил, и этот шотландец хотел есть, покушать, значит, и он разговаривал, значит, спрашивал по-английски женщину на это, которая сидит за кассой, вот, говорит, как мне, говорит, купить еду? Она такая, я не понимаю. Вот. Я говорю, он кушать хочет, он, говорю, спрашивает, что он должен делать для того, чтобы это самое, купить еду. Вот. Говорит, пускай берет, говорит, поднос и кладет все, говорит, мы взвесим и скажем, сколько ему стоит. В общем, я ему объяснила, и, в общем, он был очень счастлив, что он меня встретил. И вот тогда мы с ним очень долго разговаривали, мне уж идти надо. Он все говорит, говорит, мне идти надо. Я говорю, I'm sorry, I have to go. Я говорю, извините, мне нужно идти. Вот. Да, а потом еще был у меня случай девочки-китаянки из Канады, они прилетели в Россию. А, Кстати говоря, это было в конце ноября, что ли. И в метро, в нашем вот Subway, в этом московском метро они собирались покупать билеты, вот. И стояли они с этим с переводчиком, значит. Представляешь, там такая очередь еще. Я думаю, господи. Я говорю: "Hi, girls, how may I help you?" Вот они такая:
как хорошо, что кто-то так, это самое. Я говорю: "Вам сколько билетов надо? На сколько проезда?" Ну, тоже вот помогла. То есть, чё хочу сказать, это вообще-то замечательно, когда ты владеешь языком, и чем больше, тем лучше. Вон наш Саша Иванов, который живет в Канаде, сколько он языков-то изучает? Что-то 5. Да, он сказал и итальянский, и испанский, и французский, вот, Но они очень похожи. да, Да. да. Ну вот, я говорю, про свой-то родной язык, ты, говорю, тоже не забывайте. Он говорит: "Хорошо". Вот он, я, говорит, теперь это самое. Индийцы, как они попали в Марийскую? В столовке "Меридиан" половина индийцев, как они попали в Марийскую? Дак, наверное, это, знаете, сейчас же, Республика Мариэл, университеты наши марийские, они и не только из Индии, из многих других стран, приезжают и учатся, получают наше, как бы, российское образование из разных стран мира. Это то же самое было во времена Советского Союза, между прочим говоря. Идешь по Москве, и очень много разных иностранных студентов, которые вот учились в университете Патриса Лумумбы. Вот. То есть сегодня это not big deal. Big deal-то как это переводится? Короче говоря, а, Не проблема. это не проблема, это, в любом, даже в маленьком городке России, если там есть, какой-то университет, какое-то училище или то есть иностранцев, студентов принимают, наверное, с удовольствием, тем более, что если они платят, приносят какой-то доход университету. И наверняка, кстати говоря, в высшем учебном заведении, а, как туда, ка кстати говоря, вот когда моя старшая училась в старших классах, з они уже начинают готовиться для поступления, значит, в колледжи и в университеты. Вот. Очень у для того, чтобы поступить, значит, в колледж, очень важно здесь волонтёрская работа, волонтёрничать. Дима, слышишь, да? Да-да-да. Вот. А, То есть и моя вот старшая, она волонтёрничала очень много. Teen Courthouse. Это было Teen Courthouse — это вот, для специальный суд, juvenile, для вот Мгм. этих вот, подростковый суд. Для детей, И короче. да, для детей, которые нарушают вот, закон. Мгм. Есть такой у нас суд отдельно от взрослых, и она там волонтёрничала, она там работала. Что она там делала, я не знаю. Но она там работала вместе с судьей, она помогала там судье. Потом она также работала, волонтёрничала в детском саду. Я тебе скажу, что детские сады здесь очень сильно отличаются от наших российских. Я когда увидела, я аж ошалела. Я говорю: "В Америке, в богатейшей стране? Да ты что? Да как это так можно?" Но это, ты знаешь, я сейчас не хочу даже углубляться в это и говорить, потому что это может быть, очень долго. Возможно, об этом можно поговорить в следующий раз. То есть уже начиная вот в средней школе, потом, значит, в старших классах волонтерская работа очень хорошо приветствуется, и это помогает, потому что если они включают вот это вот свою волонтерскую работу в резюме, это помогает им как бы получить scholarship, то есть определенные стипендии. Потому что она, учась в институте, блин, не в институте, в в школе, она волонтёрничала
в разных, значит, где она только может. И давала, значит, заявки на разные стипендии. Там, понимаешь, и чтобы получить эти определенные стипендии, не только нужно иметь good grade, хорошие оценки. Там много чего нужно делать. То есть здесь в Америке очень много разных стипендий дают для учеников старших классов, которые собираются поступать в колледж. Так вот, я ей сразу же сказала, извините, я говорю, я тут бедный парень, понимаешь ли, я бедный родитель, у которого как бы нет вот так вот взять и выложить тебе несколько тысяч долларов за учебу, значит, в высшем учебном заведении или же в колледже. Как-то, говорю, нужно находить возможность, как ты должна, а, как как мы должны оплатить вот ты свою учебу. Я говорю, возможно, вот только твое личное старание поможет тебе самой. И вот, но у нас были, конечно, друзья, и у меня на тот момент мой бывший, как бы, они же все это знают, где, чего, как, почему. И мы находили вот ходы-выходы. Но она вот 95% или даже больше она сама очень старалась для того, чтобы вот по всем этим категориям подходить. То есть эти стипендии, они не просто так вот для всех, а ты должна по всем этим категориям как-то вот а, Поработать. поработать, да. Хорошие оценки должны быть, одно. Вот это вот волонтерская работа, второе. Потом вот они пишут вот этот вот эссей. Вот, то есть там много чего нужно делать для того, чтобы вот получить эту стипендию. И она смогла получить вот эти вот 2 стипендии, очень такие. Одна стипендия, она имела категорию, что нужно было иметь citizenship, то есть гражданство Америки. Гражданство Америки одно, второе, и, естественно, citizen of state of Florida, то есть ты должен жить или должна жить вот именно в штате Флорида, и причем не только там год, а сколько-то там, 3 года, 5 лет, я не помню уж теперь. То есть там очень много чего вот нужно пройти, вот эти вот все ступеньки для того, чтобы вот быть Меньше платить. да, меньше это правда, потому что там даже если ты вот эти стипендии заработаешь, тебе один черт все равно придется выплачивать. Вот. И есть, так вот, но я со своей стороны старалась помочь ей именно вот то, что, я постаралась и смогла вот именно подать, в общем, вот этот вот citizenship я успела получить до ее совершеннолетия, до окончания вот это именно вот high school. И они автоматически получили гражданство, потому что я получила. И то есть вот одну вот это вот requirement, то есть вот Мгм. она автоматически вот как бы прошла, потому что она стала гражданкой Америки. Вот. Нет, у меня И, так не получится. ну, в Я уже общем, не успею. В общем, я объясняю, как это вообще Мгм. все это происходит. И, то есть 2 стипендии такие, очень она заработала, и эти 2 стипендии, благодаря этим 2 стипендиям она, смогла закончить вот этот вот колледж, Tallahassee Community College. Почему, кстати говоря, после окончания школы,
они могут поступить сразу же в университет. Но моя пошла в колледж, Tallahassee Community College. Почему? Потому что те же самые классы, например, в колледже, в Tallahassee Community College и Florida State University, Tallahassee Community College, они дешевле, те же самые классы, ежели в университете. Мгм. Потому что после окончания колледжа она пошла в университет, но ей не пришлось уже брать эти классы в университете, и она вот эти вот классы, она просто туда перевела. То есть Да-да. Зачли. зачли. То есть вот в таких случаях, то есть лавируешь, смотришь, где можно этот же самый класс брать в колледже, и то есть она сама лучше разбирается вот в этом во всем, потому что для меня это как бы темный лес, знаешь. Вот. Я такого не проходила, да. Да, и я поэтому как бы им обеим сказала, я сказала: "Девочки, I'm sorry". Я говорю, знаешь, я говорю, разобраться, в принципе, я смогу, но у меня нет Других дел полно. особого глубокого Да. такого желания во всем этом разбираться. Я говорю, ну, это вам, для вас это важно, вам это нужно, поэтому как бы узнавайте, что вам нужно и как вам нужно. Я вам помогу настолько, сколько это, в общем, возможно. Ну вот, помогла тем, что прошла все эти юридические ступеньки, что получила гражданство и улучшила, в общем, таким образом а, процесс обучения для них там в колледже и университете тоже. Потому что есть огромная разница для тех, кто, например, кто живет во Флориде и кто из другого штата поступает в этот же Florida State University. Там абсолютно Ну, для тех, кто налоги платят а, здесь. Кто налоги платит, тот, соответственно, да, дешевле учится. да. Потом то же самое, есть большая разница для тех, у кого есть гражданство Америки и у кого нет гражданства Америки. То же самое. Вот. То есть со своей стороны вот я смогла помочь так, как я вот смогла. То есть вот все это очень сильно влияет на стоимость обучения. А так я посмотрела обучение 36 000 долларов. Там graduate и undergraduate. Graduate — это, который уже, с образованием bachelor degree. Undergraduate — у кого еще нет bachelor degree, то есть associate degree. Вот. Ну, это совершенно другие системы образования, да, то есть я в Да, них еще не разобрался. Не но всегда совпадает. но я скажу, что еще я что обратила внимание. Я помню один раз, даже не один раз, много раз я смотрю в комнате 2 часа ночи, и свет горит. Я так тихонечко открываю, говорю: "Ты чего не спишь-то?" А она сидит за учебником, так вот эта самая вся. У меня, говорит, это к тесту, говорит, я готовлюсь. Говорю: "Да ладно, говорю, чё ты? Коробку конфет, говорю, купила бы и все". Вот, учительница, она говорит: "Это тебе". И дальше она сказала ему. Вот, я, говорит, тут коробкой конфет не проедешь далеко. Вот, то есть на самом деле а, должны быть знания, вот, и это не так, как это, пойду договорюсь. Это, конечно, это само Вот. собой разумеется. И кроме того, кстати говоря, пропуски а, очень сильно влияют во время учебы. Если ты пропускаешь, то тебе опять придется заново начинать там семестр или еще там что-то такое. Ну, в школе Вот. то же самое. У нас ребенок не пришел, все названивают. Почему Да, ребенок не пришел? Принесите бумажку, принесите. да,
Да-да-да-да-да-да-да, да. Это, а, тут даже, в принципе, может дойти до того, что, даже с полицией могут прийти, если постоянно ребенок там, не приходит в школу. Мгм. Вот. Но до этого, конечно, нужно как бы до такой кондиции нужно дойти. А вообще очень серьезно, да. Ну вот, насчет, как Вплоть уже говорили, до лишения родительских прав. ой, много там чего, вот. Мгм. А в школу как мы добирались? Добирались разными путями, добирались на автобусе, этом волшебном желтом автобусе, и также, лично возили, на своих автомашинах. Ну, когда машина появилась, сама начала возить, но по утрам такое движение, столько много, о господи! Поэтому я всегда как бы 30 минут, дополнительно брала, чтобы мне на всякий пожарный, чтобы успеть обратно приехать там на работу или еще. Вот. Да. Я сегодня счастлива, что мне наконец-то, знаешь, вот эта вот головная боль, школа, колледж, университет, ну, м мне Кончились. уже, да, все это закончилось. А насчет программ я в прошлый раз вот я заикнулась, тебе и сказала, что, мол, а чё ты там, мол, книгу-то не открываешь, не смотришь, что ты там, мол, учат. А, опять же, любая школа может иметь совершенно свою программу, отличающуюся там от соседней школы. Вот. Ну, И когда, мои девчонки ходили в школу, ну, там понятно, что математика, вот. Но они все равно, кстати говоря, учат очень, не так, как мы с тобой учились во времена да, даже Советского Союза. столбиком умножают и делят по-другому как. Да, я старалась как бы помогать девчонкам, а потом, когда поняла, что я их только путаю, я сказала: "Нет, я лучше не буду этого делать, ничего". Просила вот бывшего, и он помогал. Спасибо ему за это. И также как бы, спрашивала, говорила девчонкам, я говорю: "Вы у себя в школе своих учителей сами спрашивайте". Понятно, математика понятна, английский понятно там, но насчет истории вот, в время от времени, вот помнишь, я тебе говорила, что, она меня спросила насчет, Советского Союза, про как Советский Союз распался. Вот, говорит: "Мама, расскажи об этом". То есть я время от времени как бы, ну, я говорю: "Покажи мне свою книгу вообще, что вы там изучаете". Вот. И пересматривала, насколько вот, информация там, правдивая. Вот. Но это было мое личное желание. Кроме того, я знакомилась с их друзьями. Я там устраивала какие-нибудь вечеринки, и вместе с друзьями я знакомилась с родителями. Вот. Я помню, один раз у нас день рождения мы устроили, и она пригласила одноклассника, он был из Мексики. Ты знаешь, вместо одного человека там 5 или 6 человек заявились. Я говорю: "Что ж, блин, не вся мексиканская деревня еще бы пришла бы тут, знаешь, почти что". Я говорю: "Вот у людей, и у некоторых это самое тоже, ну, нагловато, и это как бы без Ну, чести и совести, как говорится, тоже хватает ну, видимо, наглости-то". у них такие обычаи, что если одного приглашают, знаешь, можно прийти с семьей. А чё-то они забыли о том, что они уже находятся в Америке, а не в мексиканской деревне, что я же обалдела. Я говорю: "Маша, ты сколько человек пригласила?" Она говорит: "Его одного". Я говорю: "Ты посмотри, говорю, вон у тебя, там
Был мальчик, это и 2 его брата, ну и еще и родители. В общем, все они пришли. Ну, я же Я говорю: говорю. "Как?" Да, то есть это, я говорю, видишь, сами себя, говорю, пригласили. Вот. Они любят повеселиться, погулять, вечеринки. Да. Будешь, буду знать, когда буду приглашать мексиканцев, да. Что Ну они да. могут прийти всей семьей Ой, с бабушками, с дедушками. за ну вот я, бабушки и дедушки, кстати говоря, не было, но, я пошутила, я говорю: "А где же бабушка с дедушкой?" Говорят: "Они в Мексике". Я говорю: "Слава богу". Если бы если бы они не были бы в Мексике, то тут бы еще и бабушка с дедушкой бы пришли бы. Вот. Ну да, вот такой вот был случай у нас. Благо, что вот я как бы всегда в таких случаях стараюсь готовить и делать, как бы на 5 на 6 человек как бы больше. То есть мое вот этот вот, на 2 на 3 на 4 на 5 шагов вперед вот я все-таки смогла предусмотреть и в просак как бы не попалась. Вот. Да. А так, да, вот знакомилась, с друзьями. Знакомилась с их родителями, кто такие, чем Чтоб занимаются. чтобы знать, да, с кем, дети общаются. Да, обязательно даже, но, а, друзья были очень-очень-очень разные. Были и эмигранты, вот как она сама, как они сами, и были такие, как вот коренные американцы, у которых там Хладнокровные. да, у которых родители, скажу, что довольно-таки такие очень состоятельные, богатые люди Америки. А, у нас один человек, и это тоже замечательно. Вот, то есть они я насчет дружбы никогда не запрещала, там, не говорила, что: "Ой, там, дружи только с такими богатыми или дружи только с такими". Нет. Наоборот, она, помню, старшая, когда говорила, говорит: "Вот у нас, говорит, есть мальчик, говорит, этот, афроамериканец, говорит, он немного, говорит, такой полноватый, говорит, и вот над ним, говорит, постоянно смеются, типа". А я говорю: "А ты не смейся, ты, наоборот, его как бы помогай ему, защищай его и будь дружелюбен, потому что ты, говорю, не знаешь, как может жизнь повернется". И ты представляешь, вот это вот я ее именно вот учила так, как вот меня когда-то учили мои родители. То есть, а, young Амитка Чалта, типа, не разделяй детей там на богатых и бедных, и вообще, будь человечен к любому человеку. Вот. То же самое я их так учила. И я ей сказала, я говорю: "Будь вежлив с ним, помогай ему, ты, говорю, не знаешь, как еще в жизни все повернется, и он это о твоей доброте будет помнить". И представляешь, ты знаешь, кем этот мальчик стал? Одним из сенаторов штата Флорида. Мгм. И Да. звали его Барак Обама. Не-не-не, Это не. я так это шучу. Вот. Ну, сенатор, вот так, правильно. Но он сенатором стал, м, сенатор или же legislator? Скорее всего, legislator штата Флорида. То есть, внутри штата Флорида. Вот. Но, она все говорит: "А ты знаешь, какой он был тихий, типа того, что?" Я говорю: "Знаешь, школа- это одно, а жизнь совершенно другое". Я говорю, что в школе, а, ребенок как бы вот смотришь на ребенка и думаешь: "О, вот ожидания могут быть совершенно разные". То есть после школы в реальной жизни ребенок может показать себя абсолютно по-другому. Никогда не знаешь. И, кстати говоря, она
по-моему, куда-то на какое-то собрание, что ли, ходила. Она, это имеется в виду Маша моя старшая, и она на этом собрании вот его вот встретила, потому что там и он присутствовал, там, по работе или как-то. Говорит, первый, на кого, говорит, он обратил внимание, говорит, это, говорит, он обратил внимание, говорит, на меня. Вот. Через, говорит, толпу, говорит, подошел ко мне, говорит, и дал, говорит, мне руку, поздоровался, говорит, обнял, типа того, что, говорит, как дела, говорит, приятно тебя видеть здесь. И, кстати говоря, и она сказала, что, говорит, он это самое, ну, изменился, говорит, чисто внешне, вот. То есть человек меняется. Школа- это одно, а жизнь- это совершенно другое. Вот. Да. Ну как, мы с тобой уже сколько тут? Час говорим-то? 65 минут. 65 минут. Заворачиваться будем. Так что, волонтерская работа очень важна. Естественно, знания важны, грейд, то есть оценки важны. Ну и уже в старших классах есть, по-моему, можно брать, я не знаю, как у вас там, но они могут здесь вместе брать эти классы колледжа и школы уже в старших классах. Да, То да. есть готовиться уже к колледжу, начиная вот с 10, 11, 12 класса. Учась в школе, готовиться уже к поступлению в колледжи и в университеты. Вот. То, что было у нас. И опять же, очень много самых разных, совершенно разных этих стипендий от самых разных компаний, от самых разных людей, от самых разных организаций. Вот, поэтому вот просто нужно смотреть заранее, на какую стипендию можно пойти, потому что обучение на самом деле очень дорогое, даже книжки стоят дорого. Вот, так что, все-таки, но все равно учение, как говорится, света, а не учение тьма. Чем больше знаешь, тем лучше для тебя самого. Она, хотя вот старшая и закончилась, она до сих пор еще все учится. Учиться надо всю жизнь Ну, чему-то. я говорю, я даже и не знала об этом. Я говорю, ты чего? Он говорит, а мне надо. Ну, раз надо, так надо. Шкипалет, как говорится, сама знаешь, раз тебе это нужно. То есть ты учишься для себя, это тебе нужно, учись, пожалуйста. Вот. И, Как у вас погода там? солнечная погода, теплая. А у вас как? Я слушай, мне жарко стало. Да, вот, 28, что ли, 27 градусов сегодня днем. да. А на улице ноябрь, но холодно в северной части Вы где Америки. находитесь-то сейчас? А мы в этом Джорджии Джорджия? остановились, да, специально для вас, Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Очень приятно. Привет, Ой, Джорджия. Джорджия, hello, Georgia in my mind. On my да, mind. да. Так что спасибо всем, кто к нам присоединился. Кто не присоединился, может посмотреть наше, как Запись. говорится, в записи, да, Чилалан Кугутау, ки мемнан ончен тиде икшагатутла, вот, а ки ончен огурнонжин киртеш возымым. Искренне всем желаю доброго здоровья и успехов, и счастья, и радости, и берегите себя. Чилалан поролаком тланена, гимадена парля, шкиндаме скерза, аралза, тажада белан лиза. Вот, таче тиде кутырмаштана, мы лончлышна тысы Америкашы ушы образование нерген кутыршна. Чила же, может быть, кутырын
Гутрен Шинакерт. Я говорю, может быть, о многом мы многое не затронули, но так или иначе. У меня сегодня язык что-то какой-то заплетается. Кузел ешь, тугель ешь, нематов напала. Ну, это-то да. Но нужно всегда жить, стараться с надеждой на лучшее. Вот. Это старая такая притча есть. Говорит, дочка там, говорит, типа зима на носу, нужно бы, говорит, к зиме готовиться, как бы дрова, это самое, приготовить. Ну, а мать говорит, да я старая, типа я умру. Корову, говорит, волк съест. Вот. А я, говорит, замуж выйду, дочка. В итоге, знаешь, зима пришла, она замуж не вышла, корову волк не съел, и бабушка тоже не умерла, а дров не было. Поэтому я считаю, что нельзя с такими мыслями жить. Ой, да что там? О. Нет, наоборот, нужно настраиваться на хорошее, на доброе, и стремиться к лучшему. Вот. И детей надо учить. Главное, чтобы они сами старались, потому что когда очень много помогаешь, делаешь для них готовые, они не всегда это ценят. Аминь. Аминь. Спасибо большое, что присоединился. Вот. Спасибо вам за приглашение. О, с удовольствием. Все, что ли, тогда? Да. Аривидерчи, как говорится. Без ганамата. Еще полно дел на сегодня. А? Полно дел запланировано, поэтому побегу. Ой, у меня тоже очень много всего нужно делать. Ладно, всего доброго всем. Спасибо большое. До свидания, до следующего раза. Пока-пока. Вискана Марта. Goodbye. Где там выключается?